продолжаем наши уроки. И в этот раз я хочу обратиться к произведению современной нам литературы. На ЕГЭ много тем сочинений, в которых должны отразиться произведения литературы конца XX, начала XXI века. Поэтому я решила взять эту книгу, которая вышла как раз в наше время. Это писательница Гузель Шамильевна или Шамильевна Яхина. И, можно сказать, нашумевший роман, который получил несколько литературных премий, «Зулейха открывает глаза». И не зря для моих ассоциаций я держу рядом книгу Алексея Елисеевича Кулаковского на русском языке. Какие темы сочинений можно связать с этим произведением? Тема взаимопонимания между людьми в отечественной литературе второй половины XX – начала XXI века. Тема взаимопонимания между людьми. Так, второе – образ дороги и тема жизненного пути. Или тема обновления жизни. Эти темы взяла опять ФИПИ, но я думаю, таких тем очень много. Тут только 3 темы. В нашей литературе много, можно сказать, двуязычных писателей. Я очень люблю их произведения. Это мой любимый Чингис Тарикулович Айтматов, лауреат Ленинской премии за свою первую книгу, и который одинаково писал и на русском, и на киргизском языке, или переводил свое произведение с одного языка на другой. Это Фазиль Искандер, это Олжас Сулейменов, это Юрий Ртхеу, чукотский писатель, Юлий Ким. И я могу назвать и якутского писателя Николая Лугинова, произведения которого увидели свет и на русском языке, и который очень глубинно исследует историю якутов. И в свое время я очень любила проводить уроки по повести Андрея Платоновича Платонова «Джан». Это туркменское слово, и оно означает «душа». Про студента Чагатаева, который учился в Москве и поехал на свою родину, чтобы возрождать людей к новой жизни. Это 20-30-е годы, начало советского периода российской истории. И на этом уроке я использовала вот эту гравюру. И мне кажется, она подходит и сегодня. Это гравюра Фламмариона. Мы о нем еще будем говорить. И смотрите, человек живет в одном мире, привыкает жить. И потом приходит какое-то время, какое-то озарение, и он может проникнуть в другой мир. И там озирается и смотрит, как там, что там. Человеку уже интересно. Вот, мне кажется, эта гравюра очень подходит, потому что и название романа такое «Зулейха открывает глаза». Вот анонимная гравюра. Астроном XIX века Камиль Фламмарион. Между прочим, имя Камиль и Гузель Шамильевна или Шамильевна – это одно имя. Камиль и Шамиль. Так, вот пилигрим, между прочим, пилигрим – это тема пути. Он рассматривает внутреннее устройство Вселенной. Что же такое это голубое небо, которое существует и закрывает от нас звезды в течение дня? Потому что какое-то время что-то от нас укрыто и закрыто.
и человек пытливый всегда хочет видеть что-то. Вот. Это слова самого Камиля Фламмариона. Мы становимся неспособными ни на какое дурное дело и перестаем понимать, как это разумные существа могут истреблять и мучить друг друга из-за религиозной розни и племенной ненависти. Хотя это говорилось давно, возможно, в XIX веке, возможно, и раньше. Но мне кажется, вот это высказывание очень подходит и к нашему такому непростому времени. Так, обратимся к роману. Это было у нас как бы первая ассоциация, или это было как бы вступление. Для чего? С какой целью? Для того, чтобы мы немножко обратились и к себе, потому что сочинение мы должны писать от своего имени. И на сочинении ЕГЭ по русскому языку мы тоже должны показывать себя, свое отношение к позиции автора. Так, персонажи, я не буду перечислять, вы их все видите. Если вы даже не читали это произведение, вы хотя бы сегодня получите первое представление об этом произведении и, возможно, захотите его прочитать. Идея. Идею я, недолго думая, взяла у самой Гузель Яхиной. Она сама говорит, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья. А разве не так в русской литературе? Свяжем идею, например, с Татьяной Лариной. Ну, это не самое большое горе, но после того, как Онегин отверг ее, она все-таки находит в себе силы и уехать, и окунуться в новую жизнь. Потом она выходит замуж и превращается из куколки в бабочку. И именно в эту бабочку и влюбился Евгений Онегин, когда встретил ее через несколько лет. И Наташа Ростова, она тоже потеряла своего жениха, Андрея Болконского. И все-таки вот зерно будущего счастья было спрятано в их отношениях с Пьером Безуховым. Жанр – это историческая драма. Тема. Я считаю, что это повествование об одном из самых трагических периодов становления советского строя. В программах это обычно пишется тема индустриализации, коллективизации. И мы привыкли разбирать, например, роман Шолохова «Поднятая целина» советского периода и многие другие. Конфликт. Я считаю, что это конфликт между мифологическим, мы об этом еще будем говорить, и вырабатывающимся социалистическим сознанием. Здесь тоже можно вспомнить вот, гравюру. Вот, из мифологического в социалистическое. А многие произведения того периода, 20-30-х годов, произведения Андрея Платонова, Чевенгур, Котлован и другие очень созвучны. А из якутских писателей я бы назвала рассказы советского периода Анимпадиста Ивановича Сафронова. Теперь мы поговорим об архетипах, потому что в сочинении мы должны вводить и теорию литературы. Архетип, можно сказать кратко, это обобщенный, древний, изначальный образ. Это подсознательная форма мышления человека. Они всегда существуют в человеческом мышлении, и их можно назвать вечными образами и мотивами, к которым постоянно в любую эпоху обращается искусство. Обратимся ли мы и к живописи, и к скульптуре, и, конечно, к литературе. Архетипы есть везде. И в последнее время
очень популярно обращение психологии к архетипам человеческого сознания.